Были довольны, но больше я их не видел. Я не знаю, где они. В упор на него вот так смотрю и говорю, а где Нюргун? А там все сахажи сидят. Ты много летаешь в Америку. Бывает, что можно и похулиганить. Либо с афроамериканцами ты живешь, как я это делал, прайбро, там заходят такие чуваки. И меня посадили за один стол с какими-то мужиками, которые там пьют уже второй час, короче. Взял, выпил. Я говорю, я не пью. Выпил, говорю. А ты перегнал Красновского? Мы давно уже с ним вместе работаем, я имею в виду. Ну, дошел ли ты до его уровня? Здесь скажет сам за себя. А сколько ты зарабатываешь? Ну, как ты видишь, на Майами хватает. Их камеры стоят миллионы. На-на-на-на-на, короче. Лучшие видеографы Якутска. И включает эту картинку. Все, вот. Бюте, как говорится. Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым видеографом Дмитрием Стефановым. Большое спасибо студии 33 квадрата за предоставленное место для съемок. Дима, привет. Привет. Как дела? Как тебе вот тут? Да прекрасно. Вот выставляли свет 2 часа. А дела как? Да дела вообще прекрасно. Ну, спасибо, что пригласил. Я ждал. Да не за что. Да. Не за что. Начнем с самого банального нашего вопроса. Как ты начинал? Я начинал, у меня вся движуха пошла с КВН. А, ты КВНчик, что ли? Ну, я не КВНчик, я снимал ролики для команды КВН, и вот оттуда началась моя известность. Ну, шучу, конечно. Ну, короче, оттуда начали вот эти заказы поступать и так далее. А в каком году это был? Это 2006 год. Шучу, 2007, да. И для кого снимал? Ой, команды КВН много было, там «Кислород» назывались, «Якутские первооткрыватели», «Эндорфин», ну, в общем, много кто. А ты сам ролики вот снимал, да? Да, ну, с ребятами, то есть, как бы мы стыковались, они там придумывали сценарий, мы снимали, потом это буквально на следующий день сразу монтировалось и отдавалось. Я так быстро никогда еще не монтировал, как в то время. А как ты научился вот там прямо учился? Нет, не там. Учился я еще дома. Все начиналось с каких-то простых склеек, там, с каких-то фильмов, типа вот под саундтреки. А, да? Да, то есть я вот с этого увлекался, с этим. А с камерой как связался? Камеру первую я купил в 2006 году на кассете, которая была еще, а до этого баловался, на телефон снимал. А вот такие камеры, да, кассеты? Нет, не прям, она была такая уже прям под руку, миниатюрненькая, там мини-DV кассета была, и вот уже с этой камеры у меня и пошло, как говорится, мое творчество. А профессионально так? Первую камеру я купил в 2010 году, она стоила 50 тысяч, это Хиндикам, такая уже, которая с ЖК дисплеем, хард был внутри. И вот с нее я начинал снимать. Это первая свадьба была. У меня, кстати, снято все-таки на ту, которую я первый раз купил камеру, вот на пленочную, в 2009 году. Ты в 2009-м первую свадьбу снял, да. На автобалансе Белого. Это был очень веселый момент. И как результатом? Были довольны, но больше я их не видел. Я не знаю, где они. А ролик кто-то остался? Где-то должен лежать у меня на хардах старых архивных, но пока не искал. Ну, где-то должен быть. А это ролик или фильм? Наверное, это фильм, да? Это была чисто ЗАГС и 3 столба. Вот они туда поехали, подсняли, и все, и я был свободен уже в 3 часа дня. А значит, ты профессионально начал заниматься со свадеб, можно сказать, да? Первые деньги такие. Ну, да, потому что на КВН никто ничего не получал. Это, как всегда, это только творчество, это только эмоции, это только опыт, друзья и так далее. И вот с КВН ты начал снимать свадьбы. Еще что-то снимал? Да, свадьбы? Параллельно учась в университете, кстати, в котором мы с тобой тоже были, на первом курсе, кто не знает, я учился с этим человеком 1 курс, потом он куда-то пропал. А ты доучился там? Я доучился. А, доучился, у тебя диплом. Да, у меня диплом московский. А вы где были? А вот я даже не помню, на кого мы учились-то. Информационный, сервис, ну, короче, обслуживание компьютерных вот этих всяких шняк. А потом нас переименовали в информационный сервис, типа айтишники мы должны были быть, но стали видеографами. Ну, ты еще можешь стать. Могу, но если надоест снимать, пойду кабеля укладывать. И вот что ты там снимал, говоришь? Параллельно, учась в университете, я ходил, всегда у меня была камера, помимо всех этих учебников и тетрадок.
и штатив. Меня всегда называли Тима Штатив. Ну, как-то так, да. И, ну, рекламу, то есть я уже тогда устроился в студию и снимал недвижку, там, квартиры. А какую студию? Реалком она раньше называлась, потом студия Романа Пестерева переименовалась. Да, и вот я в ней, получается. Недвижку со снимал? студенчества, да, то есть потом мы даже ездили вот с Романом в Болгарию для съемок недвижимости под продажу здесь, в Якутске, вот оттуда, короче. Ничего себе. Да, Болгария, это да, в январе году? месяце в 2012 году. Круто, круто. То есть где-то на недельку мы смотались, сняли, и потом почему-то это все культурно, как-то это все ушло на нет. Не знаю, продали они, не продали, что-то не знаю. Понял. Но было весело, хороший опыт. А в этой студии команда у вас была? Это мы с Сашкой Красновским, с моим другом, списались в ВК и как-то вот решили создать. Это в каком году? Это был тоже 2011 где-то, наверное, плюс-минус, могу ошибаться. По названию это... Или 13-й. По названию это даже в этой истории это получается свадебная, Мы да? думали, Чисто свадебная история. Ну, Да. команда чисто свадебная была, да? Так мы только вдвоем там были. А та фотка, где вас было Та фотка, 5... где нас много, это мы уже чуть спустя 2 года решили создать большую команду, чтобы не только мы вдвоем, потому что, ну, заказы же поступали на одну дату, несколько заказов, и мы хотели сделать, чтобы и другие снимали, как бы, ну, делегировать в том числе. А И сначала вы только вдвоем Только были? вдвоем были. И на 2 свадьбы не брали? Ну, а как? Ну, бывало так, что, типа, Саня, я могу, типа, взять на эту дату, типа, свою, там, пара у меня знакомая. Ну, там, конечно, там, как мы там найдем второго, типа, но потом все-таки как-то решалось. Где-то я мог, а где-то все-таки я отказывал, и мы шли вдвоем, потому что я уже обещал ему. А кто еще был в команде вот через 2 года? Ну, вот Петя Оконечников, потом Майк. Так, кто еще там на фотке-то? Вадим Руфов. Да, вот фотограф. Да. И фотограф у вас был. Да. И как вы шли вот на съемку? Я не знаю, по-моему, это была единственная фотография. Больше мы-то в такой команде не собирались с таким количеством, потому что, ну, не было. Ну, я не помню, чтобы мы прям так работали. Не было, ну, не помню. Мы сфоткались, это было приурочено, по-моему, к выставке. Тогда еще вот выставки же в Кружало было вот тогда. И вы все в этих костюмах ходили? Ну, это была рубашка, до сих пор у меня висит в шкафу. Она уже маленькая, ну, жалко выкинуть, пока решил оставить. В этой истории кто за что отвечал? Ну, да, каждый отвечал за одно и то же по факту. Ну, то есть, в основном, как бы, Саня подписывал... Сначала он, как бы, инициировал все эти там договора, и все такое прочее, вот, а после уже, как бы, ну, каждый за свое, как бы, за видео. И фото? Нет, фото... ты имеешь в виду в команде в большой? Да. Ну, каждый за своим делом, конечно, следил, потому что, ну, мы же не могли следить за тем, чтобы фотик фоткал там как-то, как нам надо. Нет, они сами там решают. Это просто команда, когда вызывают, как мы хотели, типа, вот заказ поступил на большой, и типа 2 видика, там фотик, все, может 3 видика даже, кому надо. И все, и мы раз-раз собрались, поехали. В рубашках, все такое, как бы, потому что раньше кто как снимал, кто в шортах приходил, кто в сланцах приходил, ну, всякое. Даже, ну, и бывало, и я вот так тоже смотрю на себя в свое время, как бы я тоже одевался так, ну, типа, не очень, ну, не как сейчас, как бы, как принято уже. А это вы первые начали так одеваться, да? Или кто? Женя, наверное, Уранхай. Женя, Он нам да. постоянно говорил, что мы очень плохо одеваемся. Когда видишь его, идешь к ЗАГСу, подходишь, он такой... Уже издалека начинает тебе пальчиком говорить, ну, не так это все, ну, нет. Неправильно. А в чем был феномен Красновского? Ну, у него уже с того времени был взгляд такой, не как у всех, киношный, наверное, я бы сказал. То есть даже сейчас, спустя долгое время, я смотрю, ну, это его стиль. Ну, и его скопировать сложно. Ну, и даже его и видно, наверное. Вот. А ты в его стиле снимал или у тебя был другой? Ну, все равно я старался. Ну, я никогда не старался кого-то копировать. Потому что, во-первых, я и не умею это делать, как бы, когда... Зачем, если у тебя получается свое, и люди еще... Людям это нравится, и люди хотят. А вот мы хотим, как у вас, допустим. Вот такое вот сейчас вот я слышу. Вот не так пафосно, вот, как вот у этого, вот это, а вот немножко вот по-другому. Вот так, вот так. Как назовешь свой стиль съемки?
Свадебный именно. Я даже не знаю. Никогда не задумывался. над этим Классика, вопросом. нет? Или нет? Все зависит от пары, на самом деле. Большая часть, конечно, классика, когда люди вообще не сталкивались с видео вот, в плане пары, там, нигде не участвовали. Конечно, им надо подсказывать, что-то делать, они более-менее спокойны. Это классика. А вот когда люди уже такие, более движовые, там уже можно, там, ну, молодежные. Бывает, что можно и похулиганить на видео, ну, имею в виду в хорошем смысле. Да, и вставить какие-то такие вот моментики там смешные. И людям заходит. Это все прочувствуешь пару со временем, вот, по времени, вот с утра до SDE ролика. А тебе что больше нравится, какой стиль? Ну, классика иногда приедается, но у меня так получается, что всегда у меня это комбинируется. Меняется или комбинируешь? Ну, от пары, то есть пары же не все одинаковые всегда, то есть где-то все равно она проскочит, и ты как бы так выдохнешь, когда сделаешь другой стиль, такой, ну, вроде как нормально. Ни одно и то же, не рутина, короче. Ну, круто. А ты перегнал Красновского? Хороший вопрос. Да нет, да у нас никакой гонки тогда и не было никогда. Ну, дошел ли ты до его уровня свадебного? Не знаю. Хороший вопрос. Не могу сказать, дошел ли я до этого уровня. Но все равно я считаю, что у меня свое видение на этот счет. Возможно, если сейчас он вернется, ну, конечно, такого не будет. Если сравнить, наверное, он будет все-таки выше. Ну, мне так кажется. Ну, потому что он уже в кино побывал, у него уже другое видение. Хотя, как он вернется? Не вернется он? Кино. Что тебе больше нравится, снимать или монтировать? Снимать. Монтаж занимает очень много кропотливое время. Ну и если это свадебная часть, конечно, на это очень много времени уходит, и ты немножко выгораешь. А съемки, они такие, раз-раз приехал, что-то там подвигался, побегал, пришел, материал скинул, если кто-то еще другой монтирует, вообще шикарно. Отдал, и все, сидишь, чаек попиваешь. Поэтому, конечно, я больше за съемки. Но иногда бывают такие проекты, которые ты хочешь прямо смонтировать. Ну, это вот ролики. Вот рекламные, там, до 30 секунд, когда ты еще сам снял, там, у тебя эта идея зародилась, и, конечно, приходишь и с кайфом делаешь, потому что это немного, это креативно, это не рутина, это другое, это новые заказы. А тебе больше нравится снимать одному или работать в команде? В команде. Ну, я уже привык. Привык, да? Ну, не именно свадьба, а вот рекламный ролик, например. Ну, рекламный ролик все равно нужно снимать в команде, потому что ты за всем не уследишь. Хотя я вот в этой студии буквально не так давно снимал один, потому что друзья были, вот чья это студия, поэтому мне было комфортно. Поэтому я как бы так особо не торопился, так вальяжненько мы все сделали. И что снимали? Рекламный ролик, да. И получился очень хороший результат, всем понравился. Круто, круто. Да. А как ты справляешься с монтажом? У тебя очень много заказов. И вот, в чем секрет успеха? Ну, не очень много. Очень много. Ты на меня даже отправляешь снимать, потом сам монтируешь. Ну, есть у меня в команде, так сказать, человек, который мне помогает с монтажом. Мой хороший друг, напарник, да. Все, понял. Имя не буду говорить, это все будете к нему задавать, отправлять эти заказы. Он хорошо делает. Да. Ты доверяешь только ему? Ну да, потому что за другими приходилось переделывать. А тут он вроде как пример попросил, я ему пример отправил, он по этому примеру сделал, и все. Я так промотал, посмотрел, шикарно. Мне нравится. И клиенты вроде... Но это не касаемо всех проектов. Это те, когда вот уже действительно либо сроки подходят уже, либо у тебя, ты понимаешь, что ты не справляешься и отдаешь. А так я стараюсь, ну, все это время я все делал сам, поэтому от этого и сроки тоже сдвигались. У тебя сдвигаются сроки, иногда не успеваешь. Ну, а кто из видеографов не задерживал? Скажите мне, покажите мне этого человека, кто не задерживал. Ну, естественно, ты не просто же так пропадаешь. Тебе пишут клиенты, ты начинаешь говорить, что вот, ребят, так и так, немножко задерживаемся, пожалуйста, немножко подождите. Качество главнее, чем тяп-ляп. А сколько срок свадебного фильма у тебя? Ну, 2-3 месяца я ставлю. 2-3 месяца? Так быстро? А как сейчас, да. А тогда тоже ставил 2-3 месяца, но бывало, что выходило за рамки, но приходилось в ускоренном режиме.
И ты вот, например, смотри, если ты в августе у тебя полностью забит, да? И ты в июле взял фильм, ты как ты успеешь его прям в сентябре делаешь? Ну вот для этого и существуют тогда Делегирование. да, люди, которые помогают. Все понятно. Да. Свадебный ролик и свадебный фильм, в чем отличие? Ну, ролик, он немножко такой атмосферный, наверное. Он в себя вбирает самое лучшее, самое яркое, плюс музычка, если там еще такая подходящая под пару, это прям, наверное, такой. Ну, его хочется пересматривать вновь и вновь. Но, с другой стороны, фильм, ну вот, если там поздравления твоих родственников, твоих друзей, которых ты хочешь видеть, конечно, и то, я думаю, нужно, чтобы было. Еще и чтобы это было качественно. Ты предлагаешь и то заказывать клиентам? Ну, на самом деле, попроще в плане работы, когда большой поток идет, конечно, пакеты с роликом заходят. Но все равно от банкета ты никуда не деваешься. Как наша любимая склейка, как мы ее называем, да, от нее никуда не деться, и мы всегда ее делаем. Поэтому банкет в любом случае от клиентов отдается только в почищенном таком варианте. От заминок и прочего. А как ты монтируешь фильм на якутском языке? Ну, иногда прихожу к помощи как раз-таки вот своего друга, товарища, напарника. Все ведет к нему. Да, если я что-то не знаю, ну, либо вот из коллег тоже спросить. Но это вообще практически я ни разу не обращался. А так, когда есть вопросы, а так в целом... Ну, в принципе, там двуязычный ведущий есть, и он в любом случае где-то что-то проскальзывает, я это понимаю. Ну, и со временем где-то по интонации там... Что-то я тоже некоторые слова уже выучил, как бы, ну такие, которых самые ходовые. А тосты вот? Ну как? Вот, на тостах, то есть как бы начинается, раз, сказал, ну слышно же, что закончил, он понял, ну все, вот, бюте, как говорится. Ну и все, так вот и работаем. Ну и иногда обращаемся к помощи к своим товарищам. Ты снимаешь якутские, армянские, русские свадьбы. Какие из них сложнее? Наверное, армянские. Почему? Там очень много традиций, там очень много танцев. Я сказал танцев, у меня аж в горле немножко. Потому что там тост, поздравление, танец. Что-то там сказали, танец. Танец, короче. И ты не сядешь просто и не будешь, потому что этот танец ты снял. Хотя там, в принципе, они повторяются, движения, но все равно там как бы для них это важно. Важно, видишь, у меня уже голос начинает дрожать, и все. Поэтому там всегда нужно руку на пульсе держать. То есть у тебя камера... У меня было такое, что я снимал один, и на банкете у меня под конец от стабилизатора просто рука начала отваливаться. Потому что, ну все, я чувствую, что она не держит. И приходилось снимать на левую руку, потому что... Ну, вот такое было. Потому что ты постоянно вот со стабилизатором бегаешь. А там без стаба нечего делать на армянских свадьбах, на банкете. Потому что там движуха, либо вдвоем работать, либо уже как бы один, но за стабом. Как-то так. А ты всегда раньше работал с Ваней. А где Ваня? Куда ты его дел? Ну, Ваня переехал в другой город. Вот, и... Собственно, это и есть тот инкогнито человек, которому я сейчас доверяю свой монтаж. Да. И он тебе привет передавал. Да, спасибо. Я тоже ему передаю большой привет. Иван. Ты по нему скучаешь? Ну, конечно. Я к нему привык, за столько времени мы очень много... Ну, нашли общий язык, и он знает, как и мне нужно было что снимать и так далее. У меня даже папочка есть с его именем, где... отобраны кадры по, допустим, природа, город, там дождь, вечер и так далее. Ничего себе. Да. А сколько вы работали вместе? Ой, мы начали, наверное... Я же ему еще свадьбу снимал в свое время. Да? Год не помню, врать не буду, но это был, по-моему, 2015. Ваня, если что, поправь. Вот. Потом я ему отснял свадьбу, и потом как-то мы вот состыковались и начали... Ну вот с 2017-го мы начали с ним работать. Ты много летаешь в Америку. Сколько раз ты летал? Да немного, 2 раза всего. 2 раза. Ну, как будто много, как будто каждый год летаешь. 2 раза. Что ты там делаешь? Ну, у меня туда переехал лучший друг, но это не Ваня.
Это другой человек. Да, это друг с Якутска. Сначала он был в Якутске, этот друг, потом он уехал в Москву учиться. Я к нему туда летал, а потом он еще дальше переехал в Америку. Ну, а что делать? Ну, надо. Он с супругой переехал. Вот, и, если бы не он, наверное, я бы туда не поехал. Ну, либо поехал, но позже. А сколько денег там тратишь? С собой берешь и на сколько? Ну, в первый раз я летал на 2 недели. Потратил я, наверное, 1300. Нормально? Немного? Ну, это я еще экономил там плюс-минус. Хотя, в принципе, неделю я жил, получается, вот у него. Он в Майами живет. В Майами круто. Да. Вот. А второй, получается, уже после Флориды, там уже мне приходилось снимать жилье. И там приходилось тратиться уже. Да. Ты в другой штат? Перелет туда, это другие города были. Куда? Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Круто. Был там. И где больше понравилось? Да в принципе везде, но где тебя ждут и где ты не один, там, конечно, лучше всего. Ты не ответил, сколько потратил-то во второй раз? Во второй раз, плюс-минус где-то так же там, может, потому что перелет был дороже. То есть вот до всем известных событий перелет был на Аэрофлоте туда-обратно, там можно за 70 тысяч было улететь. А сейчас в одну сторону, туда-обратно, кстати, 130-140 тысяч. Другая авиакомпания через другой город и так далее. Поэтому, если честно, я прям так не берусь сказать, сколько я там трачу. Не считал? Не считал, потому что я примерно закладываю сумму какую-то и вот с ней еду. А снимал там что-нибудь? Только опять-таки для друга снимал, то есть там вот какие-то такие свои приколюхи, которые до сих пор лежат у меня на компе, и я не могу их сделать по причине того, что монтаж занимает большую часть своего времени. И вот во второй приезд я ему снимал выписку, у них родился сын, и я снимал выписку, да. И в чем отличие там было, например, выписки? На самом деле, во-первых, там не было обильного количества друзей его, потому что там один уехал там в дальнобой, тоже он дальнобойщик, получается. Была только мама его супруги, и он сам, получается, и я. Вот. А так все, принцип тот же? Принцип тот же, хотя я наврал. Друг был, но почему-то он не приехал. Видимо, потому что это было для видео снято, сделано. Поэтому, видимо, его не хотели видеть. Там, поэтому. Вот, а так было шикарно, конечно. Ты едешь одновременно, чтобы снять кадр, там же коптеры, ничего там не запустишь, понятно же. И ты вот одной рукой стабилизатор, другой рукой руль держишь. И вот это вот шикарно смотрится, да, со стороны, наверное, но опасненько. А хотел там снять какие-нибудь за деньги? Да, за кэш? Я вот в 22-м году туда поехал, когда в сентябре. Там, чтобы про тебя узнали, там нужно в Телеграм, подавать объявления, но они не бесплатные. То есть там за каждое объявление там сколько-то, либо там на месяц там $50 платишь, либо что-то такое, а хочется же чисто по-русски там всегда где-то схитрить, и где-то ты там кидаешь, где-то там кто-то узнал, кому-то там что-то подсказал, но пару раз писали, но почему-то как-то у меня не получилось. А у тебя английский есть? Такой базовый. Базовый, да? Там писали-то русские все, же я же не для американцев. Да. Но у них как такового комьюнити, как у нас, нет. То есть там каждый сам за себя. То есть я вот как-то туда в студию приехал, фото мне нужно было сделать на документ. И спрашиваю, что? Они такие, тут нет такого комьюнити, как вот в России, допустим. Здесь каждый сам за себя. Понятно. А какие плюсы жизни там заметил? Красиво, чисто. Это, конечно, от штатов зависит. Допустим, вот в Майами там чисто, красиво, но опять-таки погодные условия, то жарко, то через день может там жесткий дождь полить, потом какой-нибудь там ураган наступит, там в 2 часах езды от того места, где ты находишься, там где-то уже самолеты попереворачивало, еще что-то, это затопило какие-то спорткары, это все смотришь в группе и офигеваешь, думаешь, к этому надо быть готовым. Но я не был готов, на самом деле. А минусы какие? Дорого. Очень дорого. Дорого, много мигрантов, цены большие, высокие.
на ту же аренду жилья, это нужно найти еще хороший вариант. А хорошие варианты, они не дешевые. То есть ты либо живешь с кем-то, ну, то есть в доме, как в GTA, вот они прям выглядят вот такие же. Либо с афроамериканцами ты живешь, как я это делал под конец уже, потому что, ну, не то, что у меня не было денег. Они были, но тогда уже не работала вот эта вот система SWIFT с нашей карты, чтобы оплатить. И это вот нужно было заморачиваться там через кого-то, просить, что там перекинули доллары, там, короче. И я думаю, ну ладно, попробую здесь, короче. Ну, там, в принципе, 2 недели осталось. И, ну, это было прикольно, конечно. Там, а что там было? Хай-бро, там заходят такие чуваки, там, высокие баскетболисты такие. Ну, как ты. Ну, и живешь там в комнатке 2 на 2, конечно, это не есть хорошо. А аппаратуру всю с собой таскал? Нет, я закрывал в комнате, как бы, ну, там не было такого, что там прям кто-то что-то. Ну, хотя мне друг дал велик свой, и я в холле его в первый день не оставлял. То есть я его засунул в эту комнатушку, где я сам-то еле как помещался, но фотка тоже есть, если надо будет отправлять. Ну, это, конечно, ну, мы ржали долго. Боялся, что... Ну, мало ли что, проснешься, велика нет, а велик стоил $400, я помню, он рассказывал мне. А в районе нормальном жили, да, получается? Ну вот где с афроамериканцами нет, это был район вот от друга моего, ну, минут 20 на велике, пешком минут 40, а район, ну такой, ну не знаю, короче, в 5 метрах или в 10 была железная дорога. А дома у них картонные, ты же знаешь, как бы там постучишь, и там звук такой, короче, его, ну поэтому там всякие смерчи их сносят. Вот. И у меня окно еще было, которое не закрывалось, оно было сломано. И вот этот шум железки, а у них были моменты, где составы проходили где-то к часу ночи, бывало по 5 минут, а бывало по 12, я засекал. И вот эти, думаешь, хоть бы 5 минут, а, короче, они, ну, очень долго, короче, едут, и вот это, туду, и ты вот это едешь, ну, лежишь, в смысле, и думаешь, елки-палки, ну, как бы просыпаешься, потому что все это слышно. Ну, представь, вот эта дверь, окно в Европу, как он назвал этот друг, которое никак не закрывалось вообще абсолютно, ну, а что там? Ну, было весело, короче, хороший опыт. А машину арендовал там? Да. И какую? По штатам ездил? Нет, только внутри я мог на ней ездить. Ну, то есть, как бы, если в Майами арендовал, значит, в Майами ездишь. Ты в Майами ездил, да? Да. И что там, пробки или нет? Нормально? Были пробки. Утром у них пробки бывают, если ближе к центру ехать, конечно, куда без них. Ну, и обратно там куда-то, когда едет, допустим, тоже с центра. Ну, не прям такие дикие, но они есть. Ну, и в этих пробках есть свои плюсы, когда ты приезжаешь с Якутска туда, у тебя тут Lamborghini, там какой-нибудь этот стоит. Нормально. Круто. Наслаждаешься. Ты же с коптера там летал, я видел, да? Было дело, я его там купил. А разрешение там, или там можно летать? По идее, наверное, надо было. Но я там как-то старался, ну, зашел в закуток, там вид снял и обратно сел. Красивые виды. Ну, а как? Для себя же надо было что-то оставить. Ну, снял океан, допустим, вот я снял. Высотки снимал? Высотка. Ну, они прям перед океаном же на берегу же стоят. Поэтому там Круто. Да. Для себя оставил, как бы, ну, никто еще у меня в Инстаграме не выходил. Что, ах ты какой хулиган, подснял там что-то. Планировал переезд туда? Нет. Не хочешь там жить? Нет. Ну, там сложно это. Начинать нужно с низов. Поэтому там немножко другой менталитет. Все равно друзья здесь, все здесь, как бы. И все равно их культуру как бы особо, ну, не каждый, наверное, примет для себя. А куда планировал переезжать? Пока никуда. Вообще меня тоже всегда спрашивают, куда. Пока никуда. Мне как-то здесь комфортно. Красавчик. Проще слетать куда-то отсюда, чем переезжать навсегда. Ну, для меня, по крайней мере, пока так. А в Таиланде ты снимал свадьбу в 16-м году, верно? Да. Свадьбу снимал? Откуда такая информация у вас? Да, было дело. Ну как, церемонию. Да. А как это было? В 17-м. А в 17-м? Да. Как это было? Ой, это было прекрасно. Нет, ну а как вышли на тебя или это твои друзья? Это друзья, мы поехали снимать, поехали просто вот этой
кучкой снимать. Они просто расписались. Вообще мы собирались ехать снимать клип моим друзьям, это другим, не те, которые женились, а другим. Вот. А те к нам подвязались, мол, давай. Ну, там, на даче, там, как обычно, там, ну, что, поедешь? Да, давай, поеду, и все. И все, и, ну, поехали, вот, получается, они вчетвером, и я, пятый такой, добрый вечер. И все, взял камеру. В первый день мы, ну, естественно, это было не в первый день съемка, это было там дня через 5. Мы что-то гуляем по пляжу, что-то, и они такие, парни, давайте на гидроциклах покатаемся. Я говорю, ну, наверное, давайте, типа, ну, я не горел желанием. Ну, ты, Димон, поснимаешь, там, у тебя GoPro же, там, короче. Ну и все, ну вот сзади, типа, сядешь, и все, типа, короче, взял вот этот друг, который женился, и вот второй, который музыкант. А я вот сел к музыканту, получается, сзади, вот, и снимал там все наши эти. Все там, сели, поехали, и, короче, встретились два одиночества в океане. В смысле? Столкнулись мы. Точнее, господин, не будем говорить его имя, короче, ладно. Короче, он просто, ну, чуть-чуть не рассчитал и влетел в нас. И так получилось, что он влетел в нос, а наши ноги вот тут, получается, были. И вот эта его часть оттащила, получается, ну, туда, как вот я сейчас сделал, на ноги, получается, и, ну, другу-то ничего, а вот мне попало. И что? И что, ну, в итоге, что, травма, рассеченная, все, это в первый день отпуска. Да. Я такой, ну, блин, ну, как так-то, ну, ладно, думал, как бы просто там, потом приехала скорая, забинтовали мне просто все, ну, я иду хромаю, думаю, ну, наверное, пройдет. И все 11 дней я вот так ходил, и свадьбу я также снимал. По камням там лазил, короче. Это было, ну, болела она, все. А потом выяснилось, что у меня перелом малоберцовой кости был. Я ходил все 11 дней на этой сломанной ноге. А друзья еще не верили мне, думали, что я симулирую. Ну, такие друзья у меня. Не заводите таких друзей. А где обнаружил то, что в Якутске уже? Нет, в Санкт-Петербурге у меня, получается, сосед переехал с Якутска в Питер, он, ну, врач. И я к нему позвонил, он говорит, приезжай, и вот мы сделали снимок, он такой, о, Димка, иди, говорит, сюда, аккуратненько, и вот показал мне на снимке, что у меня, ну, мне ничего не ломали, так срослось, так, в принципе, не критично было, что я просто бандаж носил 2 недели, и потом все нормально стало. Но шрам остался, я его каждый раз вспоминаю, вот этого человека. Хороший. Ну, зато видишь, свадьбу снял в Таиланде. Ну да, церемонию, это было прикольно, на острове, прикольно, но жарко. А клип-то в итоге сняли? Да, мы его растянули на 2 года, по-моему. То есть мы сняли там кадры, потом подруга уже родила, потом мы поехали еще раз в 2019 году. В Таиланд опять? Да, там досняли эту часть, ну, которую не доставала. И буквально в 19 год, с 19 по 20 в зиму мы досняли зимние кадры. И у нас получился такой дайджест 17, 19, 20. Ну, прикольно. Круто. Там даже особо не видно, где 17, где 20. Ну, конечно, видно по человеку, который это, ну, где снимался. А так было прикольно. А где тебе больше понравилось, в Таиланде или в Америке? Все зависит от того, с кем ты находишься. На самом деле и там хорошо, и там хорошо. Но если ты один, мне кажется, ни в Таиланде, ни в Америке, ну, в моем случае так это работает. То есть, а куда еще летал? Болгария, вот, да? Ну, в Болгарии был, да, в Германии был. В Германии снимал что-то? Нет, просто как турист. А это когда? Это было в 17 году. Без камеры поехал? Ну, с камерой, с другом мы тоже рванули, что-то решили там, поедем. И все, это же с другим, не с тем, с которым в Америке сейчас. Да, и вот он такой предприимчивый, я больше такой, ну, не такой, на раскачку мне нужно как бы подпинывать. Он такой, все, поехали, короче, все. И все, съездили там, ну, прикольно было. Круто. Ролик тоже есть, кстати. Ролик есть? Вставочка такая. Какой ролик? Ну вот, с GoPro, который я снимал. Правда, я его сделал, естественно, не в 17 году, а это было сделано в году
через года 4 или 3, потому что, никто же не торопит, потому что это твое. Да. А это постепенно забывается, и вот это, на самом деле, не очень хорошо. Потом, когда год ковида, наверное, был, вспомнил, да? Да, плюс-минус, там, 20-21 год. Когда время У него был свободное. день рождения, я к его дню рождения просто приурочил и сделал этот ролик. Все. Понял. Это меня и сподвигло. Почему ты сейчас не ведешь свой YouTube? Почему не выкладываешь ролики никуда? Вообще, где смотреть твои работы? На мероприятиях. Не знаю, как-то... Я никогда не стремился вот к этой вот блогерской теме. Нет, это же не блогерская, просто смотреть твои работы где-то. Какие-то я выкладываю, которые Где? прям мне, Запрещенные социальные сети в России? Но почему-то вот у тебя, ты говоришь запрещенно, все равно у тебя в эфире говорят это имя. Я не знаю, как это мне... вот в инсте я иногда выкидываю, когда у меня есть настроение. Но свадебные ролики я там особо не выкидываю. Последний был только вот с Женькой Уранхаем. Да, потому что мы реально там поугорали, и ты сам это видел, прикольно было. Ролик, ага. Вот такие вот вещи я выкидываю, когда вот что-то отличается от другого. У тебя есть услуга экрана. Это проектор, LED или как там понять, я вообще не понимаю. Это ультракороткофокусный проектор, который бьет, картинку вещает не издалека, как мы привыкли видеть, а снизу у него. То есть сохраняется пространство, никто его не сбивает по пути, нету таких проводов, которые торчат, приклеены на скотч на полу. То есть вот этого колхоза нет. То есть он как бы такой с виду, как будто бы телевизор. Там качество такое классное, почти как LED-экран, да? Не LED все-таки ярче. То есть ярче. Если сравнивать в светлое время суток, LED выигрывает в разы, потому что... Не, я в темное имею в виду. А в темное плюс-минус, да, они похожи. А если ты занят будешь? Ты Туда отправляешь извините. кого-нибудь? Не отправляешь? У меня была возможность с Иваном наладить этот контакт, так Все сказать. ведет к Ивану. Да, но, к сожалению, только он, наверное, мог в свое время этим Все понятно. заменить меня, так сказать. А почему ты его вообще купил? Потому что в свое время, когда мы начинали это все показывать, эти ролики, это же тоже было в Диконьку. Кстати, это был первый Сашка Красновский начал показывать эти ролики. И у нас только в одном месте был экран большой светодиодный, это в «Белых ночах». Во всех остальных случаях это были проекторы школьные, как правило, с замыленной линзой, с каким-то кривым экраном, с плохим звуком, где мы включали, иногда бывало, что звук и картинку включали порознь, то есть на раз, два, три. И это был очень сильный колхоз, где-то не попал кто-то, и получается, что картинка от звука отстает, и это очень плохо смотрелось. В прошлом году даже такое было. Где это? Почему меня не было с моим экраном там? И, конечно, когда хотелось всегда свои ролики. К чему я это еще говорю? Потому что мы как-то снимали, кстати, с Сашкой тоже, это было в «Белых ночах» в Софии. И там был проектор обратной проекции, масло масляное. Не спереди он стоял, а сзади экрана, такой старый, большой. И у него картинка была 4:3, а я сделал 16:9. Да. Но при этом я вроде спрашивал у оператора, который обслуживает экран, говорю, как? Он такой, да, нормально, все. Как-то мы друг друга не услышали или что. В итоге ведущий объявляет, их камеры стоят миллионы. Лучшие видеографы Якутска. И включает эту картинку, а она растянутая. И мы просто есть мем, да? Да. Сашка вообще ушел такой, их нафиг, не буду смотреть, позориться, а я дождался, там все родители стоят, рыдают, им все классно, нравится, не рыдать не потому, что картинка растянутая, а потому что кадры классные. А потом я говорю, извините, извинился, говорю, вот так и так у нас тут немножко технически, я говорю, да не, нам все понравилось, классно. А у самого тут штригерит. Да, понял. И после этого я потом, когда думал, что делать, как, увидел в просторах интернета эти решения мобильные, достаточно мобильные. Сначала я думал собирать его, экран, то есть он стоил по цене меньше, я не рассчитывал на такую сумму. Думал, ладно, кто его будет собирать? Времени же нет. Нужно, чтобы он моторизированный был. Ага, моторизированный стоит там в 3 раза дороже.
Окей, ладно. А к нему еще нужен экран, этот проектор такой, который специальный. Ага, ну ладно, окей. И все. И вот так получилось, что я этот комплект добил. То есть это и в 2021 году впервые вот принес его в качестве бонуса на свадьбу. И ребятам очень понравилось, и координаторы тоже оценили, такие, класс. Типа. А он накупил себе? Я думаю, да. А сколько он стоил? В целом, короче, экран стоил 130, проектор стоил 128. Нормально, оказывается. Нормально. Также у тебя очень много разной всякой техники. Вот света сколько? 3 камеры, я знаю, да, вроде? И откуда это у тебя? Сколько денег ты на это потратил? Ну, это все со временем. Просто какие-то вещи я не продавал. Либо пытался, но не получилось, и потом это оставлял. И мне это... И не то, что я скажу, что все это лежит у меня и пылится. Нет. Все равно это где-то используется там на те же вот как вот такие вот проекты многокамерные. И... Ну, вот такой я цыган-барахольщик получается. А сколько денег ты потратил, как ты думаешь, на технику? Не считал, честно, но вот какие-то вещи я вот уже подготовил для продажи в этом году. И, ну, посмотрим, не знаю. А самая бесполезная вещь, которую ты купил и не использовал, можно сказать? Да, это был риг, который на плечо. Что-то все его не используют? Я его купил, это выглядело круто, но, во-первых, он такой еще не профессиональный, он такой пластиковый, полупластиковый. И с ним очень тяжело, на самом деле, работать, потому что, ну, короче, нет. И вот он лежит и пылится у меня, его тоже надо, кстати, скинуть. Кто не хочет риг, фотку отправлю. Я заметил, ты любишь снимать больше с монопода, чем со стабилизатора или с рук. Почему? Да. Да? А когда ты успел заметить? Ну, всегда так видно. Да. Да и ребята так говорят. Ну, много движений тоже не есть хорошо, ну, для меня, потому что вот я снял, вот, допустим, тот же ролик, будем к нему отсылки делать, вот, который в этой студии был. Тут тоже можно было полетать со всего этого, но я летал, ну как, делал эти движения, но когда смотришь статичные кадры, они все-таки выглядят классические, киношно. Все равно у нас много этого стаба. Вот как только он появился, все начали летать. Все же летают. Вот посмотри, вот все ролики, которые делают там быстрые, быстрые какие-то ролики, они все практически в движении. Те же свадебные, что греха таить, они тоже у нас практически все на стадике летают. Потому что он у нас постоянно в руках, с ним мобильно удобно. А когда у тебя кадры есть, но это не относится конкретно к свадебной съемке. Я больше люблю снимать это вот такие вот творческие вещи. На свадьбе все равно не получается без стедика никак. Но ты всегда на моноподе сам. А потому что если я второй, то да. Ну, ты основным тоже вроде так ходишь. Нет, на основным как бы я всегда на моноподе. Что сказал-то? Основным я всегда на стедике. А сколько ты зарабатываешь? Честно, никогда подсчет прям такой не вел каждый год, сколько, чего, кого. Ну, как ты видишь, на Майами хватает. Это круто. Вот я говорю, точно видеограф с Майами. Я заметил, ты делаешь ролики с клубной музыкой, иногда даже на свадебные ролики ставишь клубную музыку. Тебе так нравится? Ты работал диджеем или что там? Нет, я не работал диджеем, и диджей из меня как, нет. Ну, ты снимаешь диджея вот творческий. Да, у меня вот, я знаком с диджейским комьюнити города Якутска, и на всех этих мероприятиях и так далее. Ну, не сказать, что я прям вставляю в клубную музыку, сейчас народ не так поймет, в свадебную. Нет, иногда я видел. Есть моменты, да, когда это и реально подходит. То есть, как бы, и она не такая клубная, она больше электронная, но при этом, как будто бы не такая вот лиричная, как мы привыкли на свадьбах видеть. Да, есть такое. Ну и, конечно, отсылка к этому идет, наверное, оттуда, да, вот от этих всех творческих съемок, встреч. Ну, тебе нравится? Да, мне нравится вот движение клубное, да, в целом снимать и прочее. Как бы я начинал с проекта Open Space у нас. Вообще я начинал... Первый раз я пошел в клуб, это был «Дракон», 2010 год, «Мельница», проект на СТВ Радио. Привозили туда известных диджея и вокалистку. Вот. И я там так оглох,
очень дико. Это был 10-й год, что я думал, больше в клубы не пойду. Потому что я, кстати, это был второй курс. Ну, по-моему, тебя уже я не помню. Тебя уже не было. Но я сидел на парах, и у меня шум в ушах был. Как я в такси садился, что-то мне таксист говорил, я не помню. Ну, в общем, вот такая тема была. А вообще, да, вот с того времени пошло. Потом был проект Open Space, это вот где Усхатын. Да. Там привозили крутых, именитых диджеев. И мне всегда нравилась эта тема. И, по идее, в Майами-то я тоже ехал на фестиваль электронной музыки. Но когда я первый раз поехал, получается, был ковид, его отменили. Я поехал в ковид. Во второй раз поехал... случились всеми известные события у нас в России, и мне пришлось поездку перенести на сентябрь, а он в марте проходит. И я вот по этим местам бродил, ходил, по этому парку, где в Майами проходит. Я говорю, ну вот тут я был. Вот тут я был, но по факту я и не был там, потому что вот так. Ну, в третий раз, надеюсь, все-таки мне повезет больше. Да, удачи. Да. Получается, ты фанат электронной музыки. Ну да, я с детства, как у меня комп появился, наверное, это был 2003 год, 2004. Ну и брат мне тоже в свое время, он у меня тоже музыкант, старший, двоюродный, он пишет музыку, и он меня тоже вот в это вовлекал, включал что-то там и так далее. И, кстати, раньше же харды таскали между домами, то есть раньше интернета же как такового не было. И вот с этим хардом попались вот эти вот папки с электронной музыкой, которые до сих пор у меня лежат, и вот с этого началась любовь моя к этому жанру. Круто. Это прям классно. А почему ты работаешь на Эдиусе? Единственный видеограф, который работает на Эдиусе. Слушай, я на Эдиус сел в 2010 году, когда работал в студии Диалог ТВ. У них был Эдиус тогда. И вот с того времени, а до этого я работал, начинали как-то на все там с мувимейкера, там, у меня был Pinnacle студио, и вот потом у меня был Эдиус. Не знаю почему, но я на нем засел, потому что, во-первых, мне нравится его быстрота, он не вылетает, как все ваши вот эти вот премьеры, которые поставишь кривые косые, они там на рендере бам могут вылететь, такого нету. Стабильность, удобство, быстрота, я к нему привык, но не значит, что я помимо Эдиуса ничем не пользуюсь, я в любом случае в DaVinci как-никак все равно мне нужно обращаться там, потому что функционал другой, большой по той же обработке и по цвету и так далее. Стараюсь себя к нему приучить, DaVinci, но все равно поток видео не дает мне это сделать. И уже планирую Эдиус просто подобновить чуть-чуть. У меня сейчас 9-я версия, а сейчас уже 11-я вышла, но она денег стоит. Ее не взломать, как ваши премьеры эти все. Вот, и, короче, у меня вот такая дилемма, вроде хочется, но вроде как и DaVinci стоит лицензионный, который бери, юзай, да, и все. Но вот все равно за основу я беру, конечно, Эдиус. Я еще раз повторю то, что стабильность, быстрота, надежность. А ты пробовал другие программы? DaVinci. DaVinci пробовал. Нет, я имею в виду премьер там. Премьер как-то монтировал, потому что проект мне там скинули с него, и мне пришлось в него залезть и как-то его чуть подизучать. After Effects я пользовался. Эффекты на чем делать? Эффекты я вообще ручками своими делаю, в том же Эдиусе. Это не знаю, можно ли эффектами назвать. Какие-то вещи там. На крупных проектах эффекты 3D, там, анимация... Это уже я обращаюсь непосредственно, есть другие специалисты, которые этим занимаются. А сколько они стоят? В команде. Примерно? По-разному, от 5000 и выше, в зависимости от задачи, которая у тебя стоит. Если есть инфографика, окей, если там какие-то 3D-объекты, окей, но времени больше надо, поэтому это все заранее обговаривается, конечно. Туда я не лезу, потому что, а зачем, если у тебя есть чем, Есть люди в команде, которые это делают лучше тебя, быстрее, и ты не будешь на это время тратить, лучше время потратить на себя. Правильно. Которого и так летом нет у видеографов. Ты это прекрасно знаешь. Да. Ты снимаешь сейчас что-нибудь бесплатно? Творческие съемки? Творческие бывают. Да? Что? Это какие-то видеопортреты в основном. Ты либо снимаешь, с танцами что-то связанное.
Ну, как правило, в любом случае кто-то что-то там вкинет мне. Ну, на, Димон, не бесплатно же, типа. Но если только я сам не вызвался, то тогда да. Ну, когда вот душа требует что-то вот иное, да, допустим, что-то увидел там, ага, хочется либо повторить, ну, как правило, просто берешь за основу, никогда не повторяю, и делаешь свое. И вот с этой идеей идешь к кому-то, соглашается, идешь и делаешь. Какое направление тебе больше нравится снимать? Репортажка. Репортаж. Потому что репортажки, Мне получается, тоже, у меня больше всего. И когда меня берут, допустим, Димон там на день рождения там позвали, Димон, возьми там камеру, как обычно ты умеешь это. И ты вроде как издалека где-то снимаешь, тебя вроде не видно, а потом, ну и люди тоже не замечают тебя. А потом бам, получается какой-то прикольный ролик, такой тизер. И ты сам кайфуешь от этого, потому что народ, ну, не подготовлен же. То есть ты где-то там издалека снял, что-то там еще снял, потом это все скомпоновал, как ты это делаешь в начале, там вот эти вот нарезочки всякие вот эти смешные. И получается прикольно. Ну да, круто. Да, то есть больше репортажка, постановочная, ну, не особо мое. Мне тоже, кстати, больше репортаж нравится. Не потому, что я как бы, ну, можно сказать, что я же не учился как постановку эту делать, как бы, кто-то тоже не учился, но умеет. Да. А для меня немножко это дается с трудом, где-то. Если скажут, вот давай, вот прямо сейчас возьми и поставь. Ну, резко так не могу. Это вот если придет в голову, то да. А так стараюсь все-таки больше репортажно. Чем отличается видеограф от видеооператора? Ну, стандартный вопрос, наверное, да, для многих, кто не в теме, да. Но видеооператор тот, кто просто снимает, может быть, он как постановщик. Ну, смотря ты кого имеешь в виду, видеооператор, который на каких площадках работает? Ну, я вообще, вот ты задал вопрос. Видеограф — это человек-оркестр просто. Я и режиссер, я и сценарист, я и там продюсер, там и так далее, да. Но это не есть хорошо. На себя много брать тоже, ну, я считаю, лучше уже заниматься чем-то одним, чем... Но, как правило, я сейчас много тоже не беру. То есть, как бы есть в проектах у нас все равно есть свои сценаристы, свои режиссеры. То есть, если видеографа берут, как бы, то, ну, если меня, допустим, брать, то я беру с собой только, если там оборудование, свет и, ну, вот, как поставить камеры, все. Все остальное делают другие люди. А, как правило, видеооператор просто это человек с камерой, который пришел, поставил, отснял, отдал материал и уехал. А кем ты себя считаешь, видеографом или видеооператором? Ну, учитывая, ну, все-таки, наверное, видеограф, потому что видеооператор для меня это что-то выше, в связи с тем, что видеооператор это как бы тот, кто, ну, вот, работает уже на более крупных проектах. Кино, постановочные какие-то клипы, реклама и прочее. Вот. Ну, как бы я к этому себя не привязываю, что вот ты видеограф, там, если мне скажут, допустим, ну, окей, на Майами же хватает, ну и все. Как бы я не привязываюсь к этим терминам, как бы, может, потому что я к этому еще не готов. В чем отличие видеографов 15 лет назад и сейчас? Ну, тогда вообще не было понятия такого, там, стадикам и прочее. То есть, как бы снимали это все либо с рук, либо со штатива, с большого такого, с треноги. Вот. Это потом уже спустя какое-то время появились стадикамы механические, которые нужно настраивать балансом, грузиком. Вот. И таких требований, наверное, не было, как сейчас. Допустим, если вот вернуться с теми требованиями в 2009 год, не вывезли бы люди просто. Ну вот, тот объем того, что сейчас требуют. Этот ролик в конце свадьбы, какие-то вот эти вот пролеты, коптеров не было, ничего не было. Это делалось все простенько, по классике. А сейчас и то, и как бы всегда раньше работали по одному, сейчас уже в команде 3, 4. Ну вот этим, наверное, отличается. То есть количеством людей, запросом клиентов, на которые мы, в принципе, к которым мы их и привели своими вот этими умениями новыми и так далее. То есть новое оборудование вышло удобное, трехосевые стабилизаторы, камеры другие, которые пишут уже не так, как раньше. Вот. Объективы. То есть раньше-то просто камера, а сейчас уже как бы фокус можно размыть. Раньше такого не было. То есть ты снимаешь, и у тебя видно и твою голову, и то, что сзади находится.
А сейчас ты можешь уже так не сделать, что-то подскрыть и так далее. В чем отличие тебя и Майка Люка? Ну, в том, Шучу, от других в том, операторов. что он старше меня. От других операторов. Ну, видеографов, точнее. Отличие? Да. В чем твое отличие? Не знаю. Но это, наверное, больше со стороны, наверное, человек должен сказать. Вот ты как считаешь? В чем отличие меня от тебя? В том, что у тебя столько много Ну, техники. это не имеет значения, да. Не знаю. От других, ну, есть свой стиль, которому я, в принципе, верен и всегда, как говорится, не пытаюсь. Если что-то новое происходит, как бы я могу там, допустим, вот вы ввели в свадебную индустрию такие ролики, как такие немножко дерзкие, пафосные, крутые, типа там гелик туда-сюда. Ну, я так, ну, допустим, я не повторяю. Ну, не то, что типа не повторяю, я могу это сделать, но это не моя стихия. То есть, как бы, это вот стихия тех, кто вот любит и хочет этим заниматься. Я, наверное, верен просто своему стилю. Мне нравится то, чем я занимаюсь на протяжении даже того долгого времени. 15 лет, ты сегодня сказал, я думал, елки-палки, 15 лет, оказывается. Вот, а ты спрашиваешь, откуда это все? Вот за 15 лет приобрел, так сказать. Потому что зато ни у кого ничего просить не надо, когда идешь на съемку. А вот от других видеографов ты что-нибудь себе копируешь вообще так? Фишки какие-то? Ну, какие-то вещи во внимание беру, но, как правило, все равно это быстро забывается, и все равно ты делаешь это... В моменте ты это делаешь все равно так, как ты это умеешь. Когда вот припрет, допустим, там что-то придумать, ты не вспоминаешь Мику или не вспоминаешь Аяла. Вот. Ну, вспоминаешь его как хорошего коллегу, но какие-то вещи ты все равно берешь как-то из своей головы. Больше, наверное, наглядность идет даже не от видеографов, а от картинки там, ну, в той же инсте, допустим, когда смотришь. А вот так было бы прикольно, или там где-то там посмотрел. Короче, не от местных кадров, а от российских и далее. А посещал ли мастер-классы какие-то? Ну, кстати, нет. Вот. Мне было интересно. Нет, я всегда был на этих мастер-классах в качестве кого-то, ну, то есть как бы как кого-то, видео. То есть я снимал в мастер-классы фотографов, видеографов, в принципе. Вот Сашка тоже там, как бы, когда что-то делал, я присутствовал, по-моему, было дело. Сам не ездил, не знаю почему. Как-то вот не ездил. Недовольные клиенты, плохие отзывы. Такое бывает у тебя? Плохих отзывов прям в интернете такого не было. Недовольные клиенты были, но, как правило, это все решаемо. Ты решал всегда? То есть это либо музыку поменять, либо что-то там, ну, в общем, мелочи такие, вставить то-то. Как бы и ты всегда исправлял, да? Практически всегда, да. Был момент на выпускном у меня, как-то я снимал выпускной, и мне что-то там, то ли камера у меня дернулась, то ли батарейку нужно было заменить. Я за место общего плана ставил крупный или наоборот, что-то такое было, потому что не было другого, но для этого я вторую камеру и ставил в случае таких моментов. Да. А родителю не понравилось, что ее дочь, то ли платье я не до конца ей показал, ну, как она вышла там. Да. Немножко обрезал. И вот там прям мне писали, как ваше имя? Значит, ну, не говорили там, где вы живете, да, ну, как бы я там, ну, в общем, с таким посылом, что, типа, я всем расскажу, какой вы хороший. Вот. А так в целом всегда нормально? В целом нормально. Ну, как бы бывают такие клиенты, как бы, ну и мы тоже, бывает, иногда косячим. Да. В таком моменте, как бы. Но сейчас такого нету. Это я рассказал историю, это года 4 назад было. Сейчас камеры, слава богу, пишут хорошо, подолгу, стабильно. И сейчас такого уже нету. То есть, как бы, ну, на опыте, на ошибках учимся. То есть, как бы, как только это происходит, ты это мотаешь на ус, как с экраном. Раз приобрел, все, проблем нет. Раз сделал новую камеру, купил, батарейки зарядил, такого уже нет.
А как реагируешь на критику в целом? Можно сказать, даже от коллег, может, когда-нибудь. От Сани, наверное, была. Ну, как правило, от Сани не было прям такого дикого Почему ты так снял? конструктива в плохую, в негативную сторону. Ну, вообще в целом как? Ну, раньше болезненно, наверное. Ну, как и все, которые только начинают. А сейчас как-то... Да такого сейчас и нет вроде как. Ну, могут там подсебнуть, типа, ну, ты там халтурщик там. Хотя я вот сейчас вспоминаю, да такого вроде и не было. Не было же вроде. Не было. Не знаю. Ну, могут сказать, типа, ну, ты вот тут немножко вот можно было вот так. Это скорее их видение, как бы они бы это сделали, а не так, как это сделал я, и сделали я это плохо. Это просто их мнение. Ну, мнению почему не быть? Окей. У каждого сколько людей, столько и мнений, как бы я делаю то, что я делаю, как бы. Если я это делаю хорошо, и я считаю, что это сделал хорошо, и уверен в этом, значит, это хорошо. Ну и как клиенты, как считают, правильно? Ну да, да. Любимые фотографы кто они? Кто они по именам назвать? Да? С кем комфортно работать, да, наверное? Да. Ну, слушай, вот практически все те, кто в нашей свадебной индустрии есть, нельзя выделить кого-то конкретно. Некомфортно только с теми, кого ты не знаешь. Да. И с кем ты не можешь там найти какой-то вот этот контакт или так прочее. Но больше всего мне работается с Юлей. Ну, не то, что хорошо, а просто часто мы это с Авдюшевой, как она сказала правильно ее называть. Да. Ну, с Женькой Уранхаем, конечно, мы давно уже с ним вместе работаем, я имею в виду. Вот. Ну, я могу этот список продолжить и далее. Ну, тогда назови самых лучших фотографов. Ну, лучших для меня? Нет, или лучших по для уровню. кого? Как ты считаешь? Ну, Аксакал, конечно, Евгений. Куда без Евгения? У нас Евгений везде. Это мы берем свадебных. Свадебных, конечно. Да, Аксакалов. Ну, я вот так никогда никого не знаю, это вот так сейчас кого-то обидеть. Ну, не то, что обидеть, как бы, ну, в общем, Женька, ну, Леша Павлов, он больше сейчас в специфике в своей, как бы там профессиональный, да, крутится. Хотя и он начинал, все начинали со свадеб. Вот. Да я всех назову, наверное. Ну, серьезно, как бы. Потому что все по-своему хороши. Нет такого, что вот у этого качество плохое, у каждого свой. А кто тебе мешает из фотографов? Да никто не мешает. Так ты же сказал только Нет, что. ну молодые. Если вот молодые приходят, которые такие, пришли на 2 часа и ушли. Вот такого плана люди. Когда почему-то люди думают, что видео важнее, чем фото на свадьбе. Вот такие маленькие, небольшие свадьбы. Вот бывало такое. А кто лучший ведущий для тебя? Ну, если брать по классике, то Сметы, наверное. Да, по классике. Потому что с ним всегда комфортно, легко. Ты с ним давно. Вот. Плюс мы еще и подружились за этот период времени очень хорошо, как бы. Часто с ним работаете, да? Ну, да, бывает. Ага. Сейчас, конечно, в связи с тем, что он на 2 города, как бы бывает, что не совпадаем, но в этом году прям у нас что-то нормально так. Ну, не сказать, что прям супер много, но бывает. Из молодых, из вновь прибывших, так сказать, в эту индустрию, Сашка Нестеров, ну, шикарный ведущий. Мне очень нравятся его посылы, его вот эти вот все новшества и прочее. Наташка Овчарова, куда без нее, конечно. Я ее знал в свое время до момента ведущей. Она всегда была такой шебутной. Всегда что-то придумывала, всякие конкурсы на выкупы и прочее. Это прям было прикольно. Да, поэтому... Ну и, конечно, там Дима Идрихинский, с его шуток всегда можно на монтаже хихикать, и это продолжается и по сей день. Куда без него, потому что он там что-нибудь скажет, и ну прям хорошо. Хорошо, вот. А видеографы? Лучшего? Да, кто твои конкуренты главные? У меня нет конкурентов. Слушай, вот у нас комьюнити. Вот я считаю, что у нас конкурентности как таковой нету. Ну тогда кто лучший-то? А лучший?
Не знаю даже. Ну, не знаю. Ну, я говорю, вот для меня слова «лучший» в нашем сообществе в моем случае нету. У нас любимый тогда. все равны. Любимый, да. Любимый видеограф, да. Все ведет, наверное, к Ване. Нет, ну он все-таки на свадьбу не выходил как самостоятельный видеограф. Он больше как второй был. Но если смотреть с этой точки зрения, то да, наверное, Ваня, потому что с ним этот. А вообще, конечно, ну, я говорю, вот еще раз, третий раз я повторяю, но нет таких, кого бы я бы выделил, потому что все по-своему хороши, со всеми можно пошутить, посмеяться, похихикать. Вот с тобой, вот ты вообще учился с тобой на курсе первом, в итоге ты мне сейчас вопросы задаешь. Что случилось в этом мире, непонятно. Да, как-то так. Ты заметил, наверное, это был такой небольшой блиц, вот эти последние вопросы. Еще самая памятная свадьба, ну, самая запомнившаяся. На разных свадьбах было разное. Где-то выключался свет, сидели при свечах. Где-то меня вызывали в качестве... А теперь танцует видеограф. У нас было такое, там, ведущая была такая Марина Шанель. И она постоянно вот такие вещички как бы исполняла. И что ты танцевал? Приходилось выходить и танцевать. Ну, с камерой можно без как бы. А теперь у нас сюрприз, танцует фотограф, видеограф, там, и вот мы как так делали. Где-то кто-то поднапивался там из женихов, там, и ну, тоже было смешно бывает. Под конец. Как бы не потому, что там, ну, прям это было прям искренне и прикольно. Вот. Таких любимых прямо нет, наверное. Но это больше, наверное, если из любимых и запоминающихся, не знаю, свадьбы друзей, наверное, на которых ты был в качестве гостя, а не снимал. Вот тут ты запоминаешь. Ну, да. А так, когда ты в потоке, ты в работе, как бы там сложно понять. А самые смешные моменты какие? Ну вот, где-то, ну что там было? А где Невгон? Точно, я про это забыл, точно, нифига ты вспомнил. Слушай, короче, была история такая, свадьба якутская, получается, я работаю, ну, я и вот Ваня мой тоже саха, получается, мой напарник. И фотограф тоже Нюргун Тимофеев, он тоже саха, но он такой больше на шансонга вот этого похож из Mortal Kombat. Постоянно вот так делает это лицо. Вот. И, короче, мы приехали на Кангаласы, и нам нужно было пересесть в другую машину, потому что моя машина не поднялась бы на мыс, потому что там были ухабы, что-то такое. И нас попросили пересесть к машину к молодоженам. И что-то все, пока я собирался, там свои хохоряшки, все такое прочее, все расселись. И все, я захожу, вот те говорят туда. А я вроде как в одну машину пошел, посмотрел, Нюргуна нету. Во вторую пошел, нету Нюргуна. Так захожу, в упор на него вот так смотрю, говорю, а где Нюргун? А там все сахажи сидят. Он такой, ты что, Димон, это же я. На меня что-то все просто. И вот эта вот шутка теперь пошла с того момента, ну, знаю только те, кто там был. А где Нюргун? А я упор на него вот так смотрю, где Нюргун? А Нюргун передо мной сидит. Ну вот это вот один из таких запоминающихся моментов. Точно было такое. Еще я видел у тебя там смешной момент такой, где УАЗик ехал по встречке. Что это было? Это был 2000... Это даже не смешно, можно сказать. Это было не смешно, но вот у меня в этот период почему-то, я купил машину, это спустя год, наверное, как я купил, я повесил регистратор, и у меня начались всякие вот эти моментики. То я просто ехал по дороге, и чувак едет на меня. Как бы, ну, естественно, я не стал с ним брыкаться, машина новая, ну, я просто подставил прикольный саунд, трек, и сделал вот этот, и там все такие, ничего себе, короче. А потом скидывают мне видос, как, да это, говорит, ерунда, и скидывают видос, как по Усхотыну машина едет в другую сторону, типа, задом. Типа, вот это тоже, типа, в кайф. Я говорю, ну да, прикольно, типа. Вот. В свое время вот частенько мне на видеорегистраторе попадались вот эти вот... А еще вообще какие-нибудь моменты были такие? Ну, как правило, да. Это все было обычно на регистратор снято вот на машину, потому что кто-то где-то запнулся, упал. Да, смешно, но кому-то больно, да. Ну, а что делать? Все равно это такая ситуация. Где-то кто-то шел там, как из GTA, у меня есть даже этот ролик,
Да? В инсте, да, знакомый чувак идет просто, как в GTA разгуливает, я эту музычку ставил, выкинул в инсту тоже и зашло. У тебя все смешно, и там связано всегда Я с люблю юмор, регистратором, потому да? что КВН меня воспитывал на этот момент весь, поэтому без юмора никуда, конечно. Поэтому и при желании, в любой возможности я всегда его пытаюсь вставить практически везде. Ну, если касаемо какого-то серьезного мероприятия, конечно, там нельзя юморить, там уже как бы конфиденциально, так сказать. А тебе предлагали во время банкета выпить алкоголь? Это было в начале моего пути, когда я снимал свадьбу в Житае. Это была столовая житайская, ну, какого-то там, я не знаю, что это было. И, ну, там русская свадьба такая, чё кого, короче. А тогда же как бы не было такого, типа видеограф там за отдельным столом что-то монтируется. Не было это вообще. Просто снимал банкет. И меня посадили за один стол с какими-то мужиками, которые там пьют уже второй час, короче. Ну, видимо, им не хватило кого-то там компании или что. Им говорит, так, за место оператора, так, император, подойди, говорит, сюда. Я говорю, да, так, взял, выпил. Я говорю, я не пью. Выпил, говорю. Короче, я честно не помню, выпил я это или нет. Как-то, может, мазанулся, но сам факт, что этот был. То есть там такие серьезные житайские чуваки сидели, типа, как так? А сам пил? Нет. Ну, если ты только не гость. Ну, нет, не как гость, как работник. Как работник нет, я всегда как бы... Нам с Сашкой Красновским предлагали тоже. Типа, да что вы уже там, скоро же закончите, уже что, полчаса давайте, типа. Тогда без машины тогда я был. Нет, я не пил. Ну, как-то, а что от одной рюмки, какая радость? Ну, или от одного бокала, там, хотя там пива нет. Да и как-то все равно это стрёмно, я считаю. Если уж ты работаешь, так ты работай. Как бы, а пить как бы лучше в другой компании. Твоя лучшая работа какая, как ты считаешь? В свадебной индустрии или вообще? Нет, вообще. Я не могу одну выбрать, это, наверное, все-таки несколько, и это больше связано с внерабочими съемками, наверное. Ну, я могу выбрать какие-то вещи, которые там корпоративные, там, да, но опять-таки это тоже... Ну, меня все-таки больше ведет всегда же в музыкальную сферу, в диджейскую, Да, вот да. поэтому все, что связано с проектами по диджеям и по музыке, вот, наверное, я вот выделю, наверное, вот этот момент. Потому что там я прям... Во-первых, там нет никаких рамок, то есть ты делаешь это то, что... Как ты это видишь, как ты это чувствуешь, и людям это нравится, люди понимают, что ты в этом разбираешься. А ты Это сам кайф. играешь? Нет, я сам не играю, но я закончил музыкальную школу по классу аккордеон. Я играл на аккордеоне, но потом пошло что-то не так, и я стал видеографом. А находить музыку тогда тебе, наверное, легко. Ты же диджей. Ну, я не диджей. Почему диджей-то? Я с ними общаюсь. Если бы ты видел, как я играю, диджейство — это баловство. Это так. Это когда они стоят, слушают, у них уши в трубочку Ну, сворачиваются. ты такой прикольный майку сделал вообще. Музычку. Ну, это я так тоже побаловался, можно сказать. Это... Вот. В плане музыки, ну, я думаю, это проблема многих, но, как правило, когда, ну, вот не можешь ты ничего найти. Вот я с вечера, допустим, готовлюсь к завтрашнему дню, там, свадебному, пытаюсь найти что-то. Ну, нет ничего, короче. Что-то там нашел, скинул, ну, подойдет, наверное, не подойдет. На утро встаешь, вроде как раз, что-то тоже подобрал, но не то. Но ты же это делаешь каждый год, и у тебя эти папки сохраняются, и ты потом на мероприятии, когда нужно сидеть монтировать, ты начинаешь по этим папкам шерудить и находишь папку, которая годовалой давности, и трек этот ты не использовал, и он заходит. То есть вот такая бывает тема часто. А одинаковые треки используешь когда-нибудь? Нет. Всегда по-разному, на каждую У свадьбу. меня было, когда вот прям совсем я не мог подобрать, ну вот прям вот ничего не идет, и тогда на выход приходит всегда момент такой. Но даже в этом случае я их, если и использовал, то это было там 2-летней давности или еще даже старше. То есть не прошлогодние. Чтобы вдруг кто-то из гостей сидит там. У меня всегда был такой момент. А вдруг кто-то из гостей пришел, из молодожен, которым я делал под эту же музыку, они такие скажут: «О, сделал так».
А почему? Например, сейчас рилсы всякие делаются же все равно под одинаковую музыку. Ну, это, возможно, сейчас к этому стало, но я отношусь все равно к этому так же. То есть, если уж ты делаешь эксклюзив, значит, делай эксклюзив. Я видел много роликов всяких, где ты танцуешь еще. На свадьбах ты иногда танцуешь. Ну, во время перерыва или где-то еще. Но не как во время гостя, там, когда кто-то выходит. Нет, не как гость. Откуда это у тебя? Ну, вообще я занимался в Тетрисе, ансамбле современного танца, и я пришел туда в 99-м. Угу. И по сей день, ну не сказать, что я танцую по сей день, я просто с ними все равно сотрудничаю, концерты им снимаю. А так я плясал там 15 лет. Ничего себе. Даже, может, чуть больше. Ты, значит, и музыкант, и танцор, и диджей. Ну, опять, вот так слухи и рождаются. Вот, потом скажешь, Дима диджей, сыграй нам что-нибудь. А я, Ну, круто. Ну, поэтому вот при любом удобном случае танцы заходят в мою А у тебя есть жизнь. премии по танцам? Не, ну премии нет, ну как бы есть какие-то там благодарности, все такое прочее. Мы там ездили на танцевальные олимпиады, занимали там почетные места призовые. А по видео есть такое? По видео тоже больше, скорее, благодарности от заведений. То есть, чтобы такую прям, ну, от Якутскэнерго мне как-то вот вручали. Что я ему снимал корпоративное видео, и вот на премию даже ходил. А значит, ты в Тетрисе получил больше, да? Наград. В Тетрисе я получил намного больше, чем какие-то награды и прочее. Это дружба, которая длится и по сей день. С этой компанией мы все равно, конечно, сейчас не так близки, но мы все равно созваниваемся с каждый друг друга поздравляет с днем рождения. Кто-то забывает, конечно, но сам факт того, что это было. И, кстати, вот с того времени, а это был тоже вот примерно 2007, 2008, 2009, до официального вступления в свадебную сферу, я тренировался на своих друзьях и снимал вот эти вот всякие репортажные съемки, которые потом тоже монтировал. И это было круто. Круто. Да, то есть вот сейчас вот я их пересматриваю, 15 лет прошло, и, конечно, это прикольно. То есть это такая память, это очень клево. Ты все материалы хранишь свои? Да, я еще тот сборщик, у меня, если что-то там я сомневаюсь, я лучше куплю новый хард, чем что-то удалю. Ты всю жизнь собираешься работать в этой сфере? Или у тебя есть какие-то другие планы? Пока не вижу себя в какой-то другой сфере, но эта сфера мне ближе всего. Это я делаю от души, мне это нравится, даже по сей день. И мало бы кто заморачивался бы так, как я, наверное, потому что я, вот видишь, экран этот взял, там оборудование это беру. Но мне это нравится. То есть, если уж даже я не снимаю, то я предоставляю аренду этого оборудования. Вот поэтому в любом случае я думаю, что в этой сфере я буду крутиться. Ну, айтишник из меня... Добрый вечер, извините, никакой. А зачем ты учился? Ну, учились-то мы, как все, чтобы получить диплом. Я вообще хотел пойти в Питерский институт кино и телевидения. Но у нас филиал этот закрылся тогда, когда мы поступали. И приходилось, чтобы остаться в Якутске, был только вариант либо идти в СВФУ на какого-нибудь программиста, что я не хотел, либо пойти в Рагутис, наш любимый Мархе. Да. Он же потом переехал? Потом переехал на авиагруппу. Я в Мархе один курс только отучился. Мы учились, нет, даже не курс, а один семестр. А что так? Не помню. Потом ты куда-то уехал же. В Китай, наверное. Вот так, господа. Ну и напоследок пожелания твоим коллегам и твоим заказчикам. Коллегам я пожелаю, чтобы их всегда ценили как специалистов, а своим клиентам скажу так, что вы не ошиблись в своем выборе, и я вас не подведу. Спасибо, Дима, что пришел. Получилось круто, информативно. Спасибо. Надеюсь, всем понравится. Я тоже. Давай, Все. счастливо. Давай.